Рождество бәйрәменә иң беренче итеп без кыймак пешерәбез. Безнең өстәлебездә беренче башлап кыймак белән калаш дибез, кабартма инде ул татар телендә. Шул нәрсәләр безнең беренче өстәлебездә тоз белән бергә куелырга тиеш. Рождественский сочельник крещеные татары встречают не кутьей, как принято у православных, а традиционным татарским блюдом, точно таким же, как и татары-мусульмане готовят на свои праздники, такие как гаед бейраме. Этими блинами, согласно древнему поверью, хозяйка должна накормить всех гостей, чтобы в доме всегда был достаток. Румяна, оладьи на столе в ночь перед Рождеством – уникальный древний обычай, который встречается только у татар-кряшен, не характерный для христианских народов. Традиция, передающаяся от одного поколения к другому. Уникальная связь, своеобразный мост времен, уходящий своими корнями в далекое прошлое. Ә без инде татарлар паспортларда да элегрәк язылайды бит инде татар дип. Татар инде без инде. Ну, ни өчен дибез крашеннар дибез бит инде. Безнең динебез рустан, телебез татардан, киемебез чуаштан диләр. Менә без шулай жаралган. Җиде буын, бабаларыбыз мөселман булган. Безнеке 7нче булган. булган. Безне Иван Грозный чукындырган инде була. Bizden инде православный нигә калган. Дингә. Безнең 7нче булган бабам Рөстәм дип атала. Кайнанам безнең һаман сөйли дирә, менә минем 7нче буын Муса бабай дия иде. Да. Менә ул 7-8нче без инде шитай, без 8нче буыннар, без татардан калган ниләр инде. Крашеннар. Акрам. Отсюда после крещения его исказили на Акрам, потом на И уже добавили Акрымов. Но факт, что дед именно оставил за собой свою фамилию. Далекий предок Александра Михайловича Акрымова был из числа служивых татар. Его звали Акрам, и был он некрещенным. Как гласит семейное предание, участник Крымской войны после 12 лет воинской службы с орденами и медалями возвращается в родную деревню Малькеево, где все население было уже на тот момент обращено в христианство. Акрама не могли крестить насильно, он был человеком особого чина, военным, но без крещения Акрам мог лишиться земельного надела. Потому принял православие, так сказать, в добровольно-принудительном порядке. Так его далекий предок Акрам стал Иваном Акрымовым. Но несмотря на то, что все его потомки впоследствии имели русские имена и фамилии, они всегда бережно хранили и передавали из уст в уста историю своего древнего татарского рода. Его уже власти принудили и заставили, можно сказать. Вот все-таки он был чиновник, должность. Акрам, ты должен принять христианство. А бабушка моя покойно говорила, ей говорила еще их бабушка, принять-то, говорит, приняли христианство, но дома всегда вот общались именно, вот представь себе, сегодня крестили, завтра уже сразу начали говорить по другому имени. Дома, говорит, говорили Акрам, на улице, в обществе Иван. Деревня Кайбицкого района уже к началу 17 века упоминается во многих исторических летописях. В некоторых из них на тот момент проживало до 200 человек, что свидетельствует о том, что татарские села были многолюдными, добротными и крепкими. Именно отсюда шел крестный путь из Москвы в Казань. Для расширения миссионерской деятельности в середине 18 века на этой территории была организована даже православная контора. Так, неподалеку от села Турминское появилась часовня и была сооружена купель, которая стала местом массового крещения народа этих земель. Савделяк Алмурзин по крещению Савелий Алексеев. Алкеш Айтуганов по крещению Афанасий Данилов. Кем же были предки народа деревни Хужа-Хасен? Ответ на этот вопрос Вячеслав Данилов искал долгое время. О подлинной истории своего села он узнал из переписных данных, хранящихся в Государственном архиве древних актов в Москве. Как оказалось, в одной из переписей, прошедшей в 1776 году, переписчики указали в двух отдельных столбцах имена жителей села до крещения и после. Эти документы теперь уже являются неоспоримым доказательством происхождения крещенных татар не только деревни Хужа-Хасен и Кайбицкого района. По словам Вячеслава Данилова, все 30 тысяч татар-кряшен, проживающих в Татарстане, несомненно являются представителями отдельного субэтноса, потому что отличаются от татар-мусульман своим вероисповеданием, но всегда находились и должны оставаться в составе одного единого татарского народа, с которым их связывает одна большая история и трагическая судьба. Нельзя разделять ни мещан, ни типта, ни крещенных татар. Нельзя разделять. Они все татары.
Они единые нации, они о единой крови. Bizim bitinde ondan artık Kreşin avulu her birisinde diyerlik Tatar ziratı var. Bunda nindedir isteme faktörü kullanıra gerekmi? Müslüman ziratı var. Demek biz şunun hadli bir-birimizge birikken mine şu proses, ağır, bir qaraganda dramatik, hatta tragik yaptan prosesler bizni tariximizin ne kadar tiran ikenin, bir-birimizge beyli ikenin, ama ayrılmazlık ikenin anlatıp duran. Согласно народному преданию, вот под этой самой большой березой как раз и захоронен сам основатель деревни Хужа Хасен. Говорят, что человек с таким именем пришел на эти земли из Булгара. Проживающие здесь татары-кряшины это мусульманское кладбище считают священным местом. И именно сюда многие приходят, чтобы поклониться памяти своих предков. Kreşinlerde şunday söz var, karindeşler deb atıyorlar. Gümmen halkını eytirge, nesillerni eytirge bula. Ama lakin ol bitinde gadileştirilgen söz. Ol alıngan tamırda qarındaşlar, bir qarından tuğan halk biz. Şulay bulgaçtın niçiginde biz bir qarından tuğan bir eni balaları senin dinin bulay, benim dinim tigileydi. Biz bir-birimizini ayırga mümkün. Hiç nişikte ayırıp bulmay. Ayırıp bulmayaşakta. İlsin paşalığın senin, Жидебек yüktегişe bulsun irken senin. Вот уж действительно, татары-кряшины являются редким этническим феноменом. Их быт и культура, обычаи и традиции находятся на стыке сразу нескольких цивилизаций. Это все переплетено в море нитей. Но если потянуть хоть за одну из них, то становится ясно, что клубок всегда был один. Дело в том, что единый – это язык, песни. А что еще можно говорить? История. История, да. Именно язык. Оно, куда его денешь? Кем бы кто-то не притворялся, как бы он хорошо, гладко не говорил на каком-то другом языке, он все равно корнями наш. Татары. Эльзира Юзаева и Роман Безменов «7 дней». Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.